Assalamu alaikum, сайгылар телеканалы телесейірчілері, сабалар хайырлы олсын. Бүгін бізде бір оле вақия, әлбетте ки білеміз, қаранықтан сон ярық келе, гежеден сон саба келе, ве қара хаберлерін артындан да гүзел ве айдын хаберлер келе, ве боле хабер бүгін епіміз, бұтын халқымыз, біздің Қырым татар адвокатыны Эмиль Курбидиновны изолятордан чыхаджахыны беклейміз ве сіз үшін бүгін бұ 2 саат девамында біз Қырым татар телеканалы АТР бүгін марафон кечережек. Бұ марафонда біз тәжіплі ве мерақлы мұсафирлерімізнен субетлешіп Қырымда олған вақияларын насыл жематымыз Эмиль Курбидиновны қарышылажағын сізге көстережеміз ве тариф етежеміз. Сайғылы телесерджілер, сізде біздің жанлы эфирімізге қошылажақ олсаңыз, өз экранларыңызда көрген телефонлар или бізнен бағлана бірлерсіз ве өз фікірлерінен біздің жанлы янымызда пайлаша білерсіз. Ве бүгін бірінші мұсафиріміз студияда бұл адвокат, эксперт регионального права по правам человека Сергей Заяц. Добрый день, Сергей. Добрый день. Очень приятно, что вы присоединились к нашему эфиру. Очень приятно, на самом деле, проводить эфиры, связанные с какими-то позитивными новостями. И, безусловно, ближайшее освобождение Эмиля Курбидинова, адвоката, ведущего политически мотивированные дела в Крыму, который уже на протяжении долгого времени преследуется, это, конечно, хорошая новость. Чего не скажешь о том, когда я вел эфир в четверг, и когда вот пришла информация, что его задержали, и впоследствии в четверг и в пятницу проходили вот эти судебные задержания вплоть там до полуночи. Конечно, это новости такие не очень приятные, но сегодня будем говорить о приятном и, возможно, о неприятном. Ну, естественно, наша жизнь — это контраст, одно сменяется с другим. И первый вопрос, Сергей, как правозащитник, как эксперт, как адвокат, скажите, пожалуйста, как вы считаете, с чем связано то, что на крымских адвокатов вот участились, очевидно, вот эти вот давления, нападки? То есть вот в том году Эмиля арестовывали по совершенно сфабрикованному делу на 10 суток, в этом году арестовали на 5 суток, были вручены предостережения ему, другим адвокатам, координатору Крымской солидарности Диляверу Меметову. А буквально позавчера было осуществлено нападение такое вот на офис крымских адвокатов, разбили окна. То есть своего рода какие-то посылы постоянные, что вот, ребята, что-то вы не тем занимаетесь. Да? То есть вот с чем вы связываете вот это вот все происходящее? Ну, вы, в принципе, сами ответили на свой вопрос. Я абсолютно согласен с тем, что вы сказали, что это связано с их профессиональной деятельностью. То есть это действительно посылы, как вы сказали, по поводу того, что, ребята, вы чем-то не тем занимаетесь. То есть в данном случае нет, ну, само по себе обвинение, которое было выдвинуто, я имею в виду то обвинение, в связи с которым Эмиль отбывает административный арест, оно достаточно натянуто, и вполне можно предположить, что его достали из запасников. Потому что речь идет о событиях 2013 года, о сообщении в социальной сети Facebook. И в 2017 году, как вы сказали, Эмиля уже привлекали к ответственности по этой же статье за нечто подобное, только за публикацию в сети ВКонтакте. То есть просто другая социальная сеть, чуть-чуть иное содержание публикации, но очень трудно поверить, что оперативные сотрудники не прошерстили, что называется, все социальные сети. Что еще осталось у них в запасниках? Одноклассники. Ну, еще могут быть одноклассники, еще может быть, вариантов существует достаточно много. И самое интересное, что просчитать все эти варианты невозможно, потому что невозможно даже просмотреть публикации на странице, в ленте за такой большой период. Поэтому очевидно, что сами эти шаги, они предприняты по надуманным основаниям, и я лично связываю это с такой
угрозой, уже, вероятно, неприкрытой угрозой, связанной именно с профессиональной деятельностью, связанной с тем, что адвокаты оказывают посильное, ненасильственное, подчеркну, сопротивление системе. То есть они, играя по правилам, навязываемым им системой, тем порядком, который Россия установила на территории Крымского полуострова, тем не менее могут сопротивляться. А вот смотрите, насколько я понимаю, то есть раз все-таки против них предпринимаются уже такие конкретные шаги, можно ли назвать их деятельность, их адвокатскую деятельность, их правозащитную деятельность эффективной? То есть, судя по тому, что если бы они, скажем, не мешали, не доставляли каких-то хлопот оккупационным властям, то, наверное, бы не предпринимались подобного рода действия, а уже именно то, что их работа действительно эффективна и мешает, скажем, каким-то вот удобствам оккупационной власти, все-таки приняли решение вот так вот давить на них? Вы знаете, оценивать эффективность достаточно сложно, поскольку возможны разные критерии. Как минимум, я бы сказал, что эта работа доставляет серьезное беспокойство и неудобство властям. Потому что они не принимают решения, и, как правило, повлиять на решение они могут слабо достаточно, потому что судья, удаляясь в совещательную комнату, выносит такое решение или такой приговор, который судья считает необходимым. И здесь адвокат может только требовать соблюдения определенных правил. И вот здесь появляется такой достаточно интересный момент. Любое государство, любые власти, тем не менее, хотят выглядеть хорошими, устанавливают определенные правила игры, и сами, установив эти правила игры, вынуждены им подчиняться. Они ведь не могут сказать, что, вы знаете, нам уже не нужны адвокаты, у нас тройка будет рассматривать дело, и мы будем подписывать приговор, куда будем вписывать только имя, фамилию и размер наказания. Нет, сейчас как минимум изображается правосудие, и даже играя по тем правилам, адвокаты способны задавать неудобные вопросы, которые не позволяют быстро отделаться от этого дела и быстро подписать приговор по тем делам, по которым они ведут защиту. В этом, пожалуй, речь идет о каких-то, может быть, даже человеческих аспектах, таких как совесть. Я все же не могу полностью отрицать, что у людей, которые остались там, совесть присутствует. Здесь может идти речь о необходимости совершения ряда процессуальных действий, которые отнимают время, усилия у всех, и это тоже нужно делать. Потом они игнорируются, но правила предписывают их делать. Кроме того, их защита, их работа Эмиля и других адвокатов в Крыму, она, собственно, способствует тому, что эти дела могут быть представлены позже на международном уровне. Потому что возможность представить дело, скажем, в Европейском суде по правам человека или в Комитете ООН по правам человека зависит от того, какие вопросы поднимались на национальном уровне. Зависит от исчерпания эффективных средств правовой защиты. И даже если национальные органы на это не отреагировали, но вопрос был поставлен, это уже означает, что государство не справилось с этим вопросом, и этот вопрос можно вынести на международный уровень. Вот редакторы, режиссеры подсказывают, что дается картинка вот того, как люди уже собираются и ожидают освобождения Эмиля Курбетдинова. Чуть позже мы свяжемся непосредственно с людьми, которые там собрались, и они поделятся своими впечатлениями, что их побудило встретить, и насколько они считают важным во всем этом принимать участие. Сергей, скажите, пожалуйста, вот во всем международном сообществе принято такое понятие, что вот адвокаты — это своего рода красная линия. То есть нельзя давить, ущемлять адвокатов. И можно ли сказать, что вот то, что в России уже, это не только в Крыму, мы можем вспомнить недавний арест на 25 суток Льва Пономарева, можем вспомнить давление на адвоката Михаила Беньяша. То есть мы видим, что Россия потихонечку уже начинает давить на правозащитников и на адвокатов. То есть это переходить ту красную линию. То есть можно ли сказать, что это свидетельствует о полном идейном
бессилие властей вот этой системы пропагандистской, что они не могут ничего противопоставить уже, кроме того, что просто, грубо говоря, щемить. Знаете, один мой коллега, он значительно старше меня по возрасту, говорил: адвокат — это священная корова, которую нельзя трогать. И в целом отношение к правозащитникам, отношение к адвокатам является признаком того, что насколько здоровой является атмосфера в стране, насколько государство способно осуществлять управление с соблюдением демократических стандартов, демократических механизмов и так далее. Точнее, если адвокатов не трогают, это не значит, что в стране все хорошо, но если адвокатов начинают, как вы выразились, щемить, по-другому это не назовешь. То это уже означает, что в стране все плохо. Это такой очень явный признак того, что государство не способно выдерживать вот этот вот тон уважения к своим гражданам. Хотя бы, как я уже сказал, судебное решение судья имеет возможность принимать любые. Но хотя бы видимость правосудия, она должна быть. И эта видимость очень часто все-таки позволяет влиять на то решение, которое... И, грубо говоря, если мы скажем, это же вот деятельность адвокатов не какая-то пацанская разборка, где кто сильнее кого победит. Адвокат вынужден передвигаться по законам государства, в котором живет. И он, как говорится, вынужден, хочет он не хочет, играть по правилам данного государства. Если уже ты проигрываешь по своим правилам, то есть тогда, наверное, уже можно судить, что идейное бессилие и вот то, что государству просто нечего противопоставить. Ну, знаете, я здесь привел бы такое латинское выражение: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». И это означает, что деятельность адвокатов позволяет или вынуждает представителей власти почувствовать, что они не правы. И в итоге это раздражение уже выливается на адвокатов. Опять же, возвращаясь к тому обвинению, которое выдвинуто в адрес Эмиля, само содержание, привлечение к ответственности за сообщения в социальных сетях, которые были сделаны почти 5 лет назад, точнее более, получается, уже 5 лет назад, означает, что даже и прицепиться-то по большому счету не к чему. И вот как адвокат у меня вопрос к вам. Вот эта статья, собственно говоря, она очень распространенная. Именно находят публикации не 16 года, не 15. То есть ко всем претензий за какие-то публикации, которые были совершены там 11, 12, до 14 года, до того момента даже, скажем, как Россия вот аннексировала территорию Крымского полуострова и насильно установила свою законодательную систему. Вот как адвокат, насколько правомерно вот даже в российском правовом поле, скажем, привлекать к административной, будь то уголовной ответственности за какие-либо, скажем, события, поступки, которые были совершены в юрисдикции другого государства совершены. Есть ли такое или нет? Вот для меня очень странно это. И то же самое дело 26 февраля. То есть это было за несколько дней до того, как произошло вторжение войск. И за более чем 10 дней, даже не 10 дней, а чуть меньше месяца до референдума, вот этого псевдореферендума, после которого объявили о вхождении в Крым. То есть это была другая страна. И вот эти примеры с Эмилием и с другими активистами, которых, например, в отношении меня тоже было административное дело, тоже за публикацию 2011 года. Для меня вопрос, то есть вообще это правомерно ли они делают согласно своим же законам? Знаете, не хотелось бы говорить о сложных юридических вопросах, тем не менее, я попробую. Смотрите, первое, что вы сказали о том, что было и предупреждение о недопустимости занятия деятельностью, которую российские власти считают экстремистской и так далее. Еще было несколько публикаций за этот период в местных крымских СМИ, это в «Комсомольской правде», на телеканале, в которых, в частности,
была предпринята попытка высмеять уже тех адвокатов, которые защищают Эмиля. И в частности это было связано с тем, что где-то прозвучало, что это вот вроде как уголовное обвинение и все такое прочее. Так вот, на самом деле, с точки зрения Европейской конвенции, практики Европейского суда, термин уголовное обвинение имеет так называемый автономный характер. Это не то, что определяется на национальном уровне, это то, что определено в практике Европейского суда. И там, где человеку грозит лишение свободы, неважно, как Россия это квалифицирует, то ли как по Уголовному кодексу Российской Федерации, то ли по кодексу об админправонарушениях, то ли это административный арест, то ли это лишение свободы по приговору суда, это квалифицируется как уголовное преследование. И дальше вступает в действие статья 7 Европейской конвенции о защите прав человека, которая говорит о том, что закон обратной силы не имеет, которая говорит о том, что закон должен быть опубликован, которая говорит о том, что нельзя назначать наказание или более суровое наказание, чем то, которое могло быть назначено на момент совершения правонарушения и так далее. То есть есть абсолютно четкий запрет в международном праве на то, чтобы таким образом поступать. И Российская Федерация, подписав Европейскую конвенцию о защите прав человека, приняла на себя обязательство так не делать. И, очевидно, Россия и здесь перешагивает эту черту. И здесь как раз-таки это один из элементов, который свидетельствует о надуманности выдвинутого обвинения и о надуманности повода для того, чтобы пригрозить Эмилю, другим адвокатам в Крыму за слишком, по мнению властей, активное сопротивление. Вот мне подсказывают, что уже у нас сейчас будет прямое включение. Селям алейкум, доброе утро. Алейкум селям, студия. Сабалар хайыр олсын, айтыңыз шынды қайда болунасыз ве неке чешінді насыл жема топланды ма, топланмады ма, өз дуйғыларыңызбен бізбен пайлашу. Аллаға binlerce şükürler olsun. Bugün biz Simferopol şehrinde bizim dostumuzu, bizim arkadaşımızı Эмиль Курбетдиновны келдік bu yerçikte. Скажу на русском, Багышларсис, пришли встречать нашего друга, защитника Эмиля Курбетдинова. Людей очень много и до сих пор подходит. Я думаю, это более красноречивое доказательство о том, какой это человек, насколько его ценит и любит народ. Как в день его задержания было очень много людей, так же и в день его освобождения ожидает очень много количества людей и до сих пор прибывает. Хочу отметить, что со всех регионов Крыма люди приезжают, несмотря на погоду, несмотря на то, что есть сложность в передвижении. Альхамдулилlah, мы здесь, альхамдулилlah, мы ждем этого часа, когда будем встречать его и обнимать. Аллаха шукр. Скажите, пожалуйста, а примерно во сколько должен быть освобожден Эмиль? По идее, в 11:40 он должен освободиться. Если все будет, как положено по графику, в это время мы его будем встречать, иншаллах. А скажите, пожалуйста, кто для вас лично Эмиль? То есть мы видим, что немало людей пришли его сегодня поддержать, его встретить. Вот лично для вас, как для крымского татарина, как для жителя Крыма, насколько важную функцию выполняет Эмиль и те люди, которые плечом к плечу с ним работают и защищают крымских татар, да и, впрочем, всех остальных, чьи права и свободы незаконно вот в данный момент нарушаются? Как я говорил ранее, Эмиль для нас и для меня в том числе, это человек, который готов в любую минуту, в любое время суток пожертвовать своим спокойствием для того, чтобы помочь в беде людям, которые несправедливо угнетаются, в нашей среде. Как мы видим сегодня, он приобретает звание народного защитника. Я думаю, это великая честь, и это говорит о многом. Да, он прошел это испытание уже второй раз, как минимум. Я думаю, это его еще более закаляет. И я думаю, это его ни в коем случае не остановит. Он как минимум будет продолжать свою деятельность.
И как максимум он, такой поддержкой Джаймата, он вновь приобретет больше силы и сможет еще больше на этом пути прилагать усилия. И мы, естественно, мы будем поддержкой ему в этом плане. Он защищает нас, мы также будем его защищать, и за него, как говорится, мы горой. Хамда. Чох саулың бізден бағланғаныңыз үшін біз есе беклейджеміз не вақыт Эмиль изоляторден шығачақ ве біз кенеде жанлы яйында сізнен бағланып бұны біздің серджілерімізге көстережеміз. Чох саулың. Сауна, разлос. Ну, Сергей, вот мы видим, очень приятно, да, то, что действительно, наверное, я думаю, если человек делает какие-то дела искренние ради народа, то, скорее всего, и народ, мы видим, как реагирует на это, то есть, как говорится, добро возвращается. Ну, мы вернемся к нашей теме, и, Сергей, вы один из тех людей, один из тех адвокатов, которые составляли и подавали в ЕСПЧ вот жалобу, непосредственно говоря, по делу Эмиля, это, насколько я понимаю, по первому его аресту. Расскажите, пожалуйста, что это за жалоба, на какой стадии она находится? Мы знаем, что вот эти жалобы, которые подаются в ЕСПЧ, они вот такие немножко затяжной характер имеют. Вот расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас этот процесс? Ну, жалоба подана. Жалоба прошла оценку на предмет соответствия формальным требованиям. Она зарегистрирована, она ожидает своего рассмотрения по существу. Что касается скорости, то, безусловно, скорость рассмотрения дела зависит от Европейского суда по правам человека в первую очередь. И наиболее вероятно, что сначала будет рассмотрена межгосударственная жалоба, в ходе рассмотрения которой Европейский суд установит некие принципы, на которые будет ориентироваться при рассмотрении других дел. Я напомню, что рассмотрение слушания Большой палаты Европейского суда по межгосударственной жалобе назначено на февраль месяц будущего года. И в скором времени... Это по этому делу? Это не по делу Эмиля, это межгосударственная жалоба, которая подавались еще в 2014-2015 годах и позже. Так вот, после этого в течение достаточно, ну, опять же, основываясь на публичных заявлениях Анны Ютковской, которая является судьей Европейского суда от Украины, в течение года Европейский суд будет стараться вынести решение по этому делу. И это, по идее, уже даст зеленый свет всем другим крымским жалобам, поскольку необходимо установить, с какого момента Российская Федерация несет ответственность за события на территории Крыма. Необходимо, в конце концов, сделать вывод о том, что это оккупация. Необходимо, или не сделать такого вывода, тут я полагаю, что для этого есть все основания, да, но я не могу говорить за Европейский суд. Здесь необходимо установить некие принципы, которые будут применяться в таких делах. И, соответственно, после этого, я думаю, Российская Федерация получит вал других дел, по которым нужно будет предоставлять свои комментарии, объяснения по поводу разных нарушений прав человека в Крыму. Скажите, пожалуйста, вот насколько... можно сказать, как Россия относится, собственно говоря, к Европейскому суду по правам человека и насколько эффективно, скажем, можно использовать вот этот инструмент, то есть влияет ли она на нее, то есть другими словами, если одна сторона видит угрозу, да, что вот от этой стороны могут мне прийти проблемы, то она может как-то, соответственно, будет реагировать. Вот насколько, на ваш взгляд, Россия остерегается или предостерегается ли вот решений, которые, возможно, выйдут не в пользу России вот в этом суде? Я думаю, что Россия достаточно внимательно следит за событиями в Европейском суде, и это достаточно болезненно. То есть можно прятать слезы, улыбаться и говорить, а мне не больно, но на самом деле больно. Потому что в первую очередь это наносит авторитет, наносит удар по авторитету Российской Федерации на международном уровне. Это говорит о том, что Россия не соблюдает даже
простейшие вещи. То есть государственный аппарат не способен сдерживать себя по отношению к человеку, который ничего не может противопоставить против государственной машины. То есть, по сути, обижают слабых. И это любое... Здесь обычно решение Европейского суда рассматривают в том контексте, в котором говорится о выплате денежной компенсации. На самом деле есть факт признания нарушений и политическая составляющая. И вот этот элемент, он является для властей Российской Федерации гораздо более заметным и гораздо более болезненным, потому что, выплатив денежную компенсацию, они откупились, вроде как и забыли. Но дело в том, что существует Комитет министров Совета Европы, который который осуществляет надзор за исполнением решений Европейского суда. Насколько Российская Федерация предпринимает шаги, чтобы не допустить повторения подобных нарушений в будущем. И Российской Федерации постоянно приходится отчитываться, рассказывать, что они делают, и объяснять, почему это не дает никакого эффекта. Либо ставить себя, противопоставлять себя всему международному сообществу, как принято говорить. А как вы считаете, вот судьи, которые ведут вот эти политически мотивированные дела, с опаской ли они ведут их? И на ваш взгляд, можно ли назвать то, что я стал замечать такую тенденцию, мы все это видим, что ряд дел, в частности, уже не по административным, а по уголовным делам, они отзываются с Северокавказского окружного военного суда, и судья говорит, что дело не готово, я не готов по нему выносить решение, я не прокуратура, я и не собираюсь следствие вести. Можно ли сказать, что те судьи, которые вынуждены просто, как он судья, и вынуждены вести такого рода дела, именно уже начинают переживать за то, что завтра, может, я захочу отдыхать где-то в Германии, а может, мне нужно будет выехать, а может, сыну надо будет что-то делать, а я могу попасть же в списки определенные. То есть, насколько это является, безусловно, сдерживающим фактором. Безусловно, на это реагируют. И несмотря на все заявления властей Российской Федерации о намерении выйти из Совета Европы, делается все для того, чтобы как можно меньше выносить ссора из избы. И поэтому, если в каких-то делах признается нарушение Европейской конвенции, то, я думаю, как это принято говорить, соответствующие меры принимаются. И это означает, что такая угроза является достаточно серьезным сдерживающим фактором по отношению к властям и по отношению к судьям, которые принимают решения в первую очередь. Во вторую очередь, там, знаете, есть такие два страха. С одной стороны, бросить вызов оперу, с другой стороны, бросить вызов на международном уровне и все равно от местных властей претерпеть какие-то негативные последствия. И, знаете, между двух огней судья вынужден как-то маневрировать. Это, как правило, положительно сказывается уже на том решении, которое выносится, положительно в том смысле, что для лица, которое привлекается к ответственности. Скажите, пожалуйста, на международном уровне, на каких-то международных площадках, кроме, скажем, использования ЕСПЧ, есть ли еще какие-то площадки и какие-то инструменты, дабы вести свою борьбу, то есть противостоять этой российской агрессии, будь то по отношению к обычным мирным гражданским, будь то по отношению к правозащитникам и адвокатам? И если есть какие-то пути, назовите, пожалуйста, их. Вы знаете, вероятно, потому Российская Федерация не выходит из Совета Европы, а только угрожает этим, что существуют другие механизмы, от которых отказаться уже не так просто. В частности, это так называемые ООНовские механизмы. В первую очередь, Комитет ООН по правам человека, который рассматривает индивидуальные жалобы, его деятельность подобна деятельности Европейского суда по правам человека. Но только он находится выше, дальше, и решения имеют гораздо более широкий охват, поскольку юрисдикция Комитета ООН по правам человека распространяется на весь мир. Это
так называемая универсальная юрисдикция, в отличие от Совета, от Европейского суда, который действует в рамках практически географии Европы. И существуют другие механизмы специализированные, когда речь идет о дискриминации в отношении женщин, о расовой дискриминации и так далее и тому подобное. Существуют механизмы спецдокладчиков. И каждый раз любое обращение в международные органы как минимум доставляет уже неприятное беспокойство властям Российской Федерации. Причем отписываться от таких вот обращений приходится тем, кто находится в Москве, а нарушения допускаются на местах. Естественно, раздражение тех, кто находится в Москве, каким-то образом передается на места. Но вы не могли без этого обойтись. То есть, если бы речь шла о каком-то человеке, который принимает определенное решение и потом держит за него ответ, возможно, это работало бы иначе. Но с учетом того, что механизм достаточно сложный, у каждого своя зона ответственности, этот механизм работает на то, чтобы все-таки власти старались не допускать лишних нарушений там, где это не надо, там, где нет политического решения. Вот вы сказали, что есть определенная связь верхушки, то есть Москва, Кремль и места. Вот на ваш взгляд, то есть вот эти давления на адвокатов, они все-таки происходят под чьим-то патронажем на местах, или все-таки это вот своего рода политика, исходящая с центра? Я думаю, что это и то, и другое. То есть, с одной стороны, это... Просто некоторые, вот перебью вас, ссылаются на то, что вот усилились давление именно на Эмиля, потому что вот он якобы снял видео вот этого Сушка, который бывший СБУшник, который сейчас стал сотрудником ФСБ, который принимал участие в пытках Рената Параламова. И некоторые связывают, что это якобы вот отместка этого спецсотрудника ФСБ. На мой взгляд, все-таки, наверное, нет же. Вы знаете, это все-таки в первую очередь, безусловно, инициатива исходит от местных представителей власти, которым это уже надоело, которых это раздражает. Но возможность реализации такой инициативы зависит от той политики, которую проводит Центр. То есть им это позволено. Им сказано, что в принципе это можно и ничего вам за это не будет. Если внимательно почитать протоколы Нюрнбергского трибунала, вы знаете, можно как угодно относиться к параллелям, которые проводят между политикой Российской Федерации и политикой нацистской Германии, но очень много совпадений, слишком много совпадений. И в частности, при допросе, я, к сожалению, не помню, кого конкретно, имя человека, которого допрашивали, но был вопрос примерно такой. Вам же дали понять о том, что если вы там будете расстреливать мирное население, будете сжигать деревни, то вам за это ничего не будет. Да, нам дали так понять, сказали, вы там на месте, важно, чтобы мы двигались вперед и так далее. И это примерно то же самое, потому что если бы Центр занимал чуть-чуть другую позицию, если бы он он транслировал сообщение о том, что если вы будете поступать таким образом, мы будем вас жестко наказывать, то, безусловно, это было бы серьезным сдерживающим фактором. Здесь этого фактора нет. То есть оно в тандеме, грубо говоря. Да, безусловно. Скажите, пожалуйста, насколько важна все-таки та работа, которую выполнял Эмиль? Насколько мы знаем, он, во-первых, ведет защиту от тех, кого притесняют незаконно в Крыму. И, естественно, он был тем, кто выезжал, как говорится, в мир, ездил в те же различные европейские площадки, будь то ЕСПЧ, будь то парламентская ассамблея. То есть, все, куда только мог обратиться, и раскрывал, собственно говоря, ту ложь, которую российские чиновники вовсю по своим пропагандистским каналам показывают. В Крыму все хорошо, показывают Айваза Умерова, показывают там муфтия, которые декларируют, у нас нет нарушений, у нас Россия пришла, мы зажили наконец-то по-человечески, но при этом, что более 40 пропало, там из них уже около десятка найдено мертвыми, не упоминая при этом то, что более 70 человек сейчас находятся в СИЗО, более 3
3 миллионов рублей уже штрафы, более 113 детей без отцов, то есть этого они не видят. И вот это все, по сути, вот эти адвокаты, которые ведут, они рассказывают, где рассказывают это на международных площадках. Насколько вот важно все-таки вот постоянная вот связь, скажем, на местах вести работу по фиксации нарушений, насколько важно потом вот эти нарушения уже доносить до международного сообщества? Знаете, это безусловно важно. И если вопрос о таких нарушениях выходит на такие площадки, как Европейский суд по правам человека, как Комитет ООН по правам человека, то это уже из заявлений о том, что у нас в Крыму есть много проблем, превращается в доказанные факты с определенной юридической квалификацией. Потому что заявление, ну, вы знаете, как вы сейчас сказали, муфтий говорит одно, адвокаты или жертвы нарушений говорят другое. Кому верить, кто его знает. А когда речь идет о задействовании юридических механизмов, которые связаны с оценкой доказательств, когда Российской Федерации на международном уровне предоставлена возможность прокомментировать какие-то обвинения в нарушении прав человека, предоставить опровержение, предоставить со своей стороны доказательства, и Российская Федерация оказывается не в состоянии это сделать, это уже совсем другое и другие последствия. И это уже формирует отношение, в том числе политиков, к тому, что происходит в Российской Федерации. Это то, что уже нельзя игнорировать. Это не, знаете, как верю этому или верю этому. Это уже орган, который действует на международном уровне, который уполномочен давать оценку этим фактам. И это уже достаточно авторитетный вывод, который потом ложится во всевозможные политические решения, на основании которых дают политическую оценку, не просто потому, что я так думаю, что это плохо, а потому что вот уже есть некие факты. И это, безусловно, важно. Та работа, которую адвокаты делают в Крыму, она для этого крайне важна. И, Сергей, такой вопрос. Вот была недавно передача, мы вчера ее на передаче Акшам обсуждали, «Адвокат дьявола». То есть вот пропагандистские СМИ выпустили такой вот сюжет, эфир, в котором выступал заместитель муфтия Айдер Исмаилов, и в частности она называлась, вот как я сказал, «Адвокат дьявола», то есть получается Эмиль защищает дьявол, исходя из названия, так понимается. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот мы видим постоянно то, что российские СМИ, вот особенно вот этот процесс с Эмилем, очень бурно освещали и пытаются очернить. Вот мы замечаем такую тенденцию. Они набрали уголовных дел и начали пытаться оправдывать себя. Вот мы террористов берем, мы не крымских, мы экстремистов берем, мы не крымских татар. Даже Меджлис они сделали экстремистским. Мы не с Меджлисом боремся, мы с экстремистами. Взяли участников национального движения, мы не их взяли, мы взяли вымогателей. И сейчас и пытаются в эту когорту вот вместить вот тех, кто защищает, и их очернить. То есть для чего это делается? Это, безусловно, делается для вот этого своего имиджа на международной арене. Да, да. Это способ поддержать, сохранить имидж, сказать, дискредитировать тех, кто выступает против Российской Федерации. Да, они же сами экстремисты, они только прикрываются Европейской конвенцией, они только прикрываются международным правом, а на самом деле они очень и очень плохие, и вы бы у себя таких тоже не потерпели. Вот это примерно логика Российской Федерации. Безусловно, существует некий такой, знаете, волшебный набор, который используется любыми авторитарными режимами для дискредитации там, правозащитников, политиков и так далее. Это оружие, наркотики, педофилия, экстремизм и так далее. Терроризм, причастность к терроризму, неуплата налогов. Вот, как правило, что-то из этого набора начинает задействоваться именно с той целью, чтобы лишить человека поддержки. Это опять-таки та ситуация, когда человек говорит: да нет, это все надумано, а российские власти представляют решения местных судов, где говорят: вот, смотрите, это основано на доказательствах, якобы основано на доказательствах.
Дорогие телезрители, я напоминаю, у нас прямой эфир сегодня посвящен освобождению Эмиля Курбединова, адвоката, который отбыл 5-дневный административный арест. И вот уже с минуты на минуту мы ожидаем его выхода. И вот мы видим на своих экранах, люди собрались и ждут Эмиля. И как только он выйдет, мы обязательно сделаем включение. И первые эмоции, первые вопросы в прямом эфире мы зададим нашему народному защитнику. Мы же продолжаем вместе. Напомню, у нас в студии сегодня адвокат-эксперт регионального центра прав человека Сергей Заяц. И, Сергей, следующий вопрос. Вот, меня интересует, вот в той же передаче псевдоюрист так упомянул, что те адвокаты, которые ведут вот эти дела в Крыму, они работают для своего имиджа, для какого-то пиара своего рода, для каких-то заработков. Но здесь мне чуть логика не вяжется, почему тогда их так мало. То есть если это такая удобная площадка сделать себе имидж, если такая удобная площадка так не кисло заработать, грубо говоря, уже перейду такой жаргон, извините, тогда почему их мало? Мы видим, что изо дня в день количество дел растет, а по сути тех, кто ведет эти дела, можно пересчитать, наверное, максимум на пальцах 2 рук. Вы знаете, тут что является причиной, что является следствием. Возможно, количество работы и та опасность, которой подвергается адвокаты, является следствием того имиджа, который складывается сам собой, а не работа выполняется для того, чтобы создать определенный имидж. То количество людей, которые собрались сейчас в Крыму для того, чтобы встретить Эмиля, свидетельствует о реальной оценке его работы. Не о том, что, знаете, человек сделал свою работу, за которую он получил достойный гонорар, и никто никому больше ничего не должен. Очевидно, что Эмиль делает то, что важно для всех, потому что в Крыму никто себя не чувствует в безопасности. В Крыму никто не уверен, что завтра он не окажется на месте подзащитных Эмиля или самого Эмиля. И знаете, я хотел бы еще один важный момент, который я немножко упустил, по поводу международных механизмов и скорости рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека. Мы в связи с этой ситуацией, в связи с новым арестом Эмиля, обратились в Европейский суд о придании приоритета этому делу. То есть, если мы говорим о решении по существу, которое вынесет Европейский суд, то раньше, чем через год, 1,5, а то и 2, ожидать, конечно, решения не приходится. Но Европейский суд может коммуницировать жалобу, то есть передать ее властям Российской Федерации, чтобы те обратили внимание: смотрите, у вас там что-то нехорошее происходит. Возможно, вы прекратите так себя вести, не будете усугублять ситуацию. И Россия будет обязана предоставить какие-то комментарии, которые в свою очередь будут оценены Европейским судом при вынесении решения. И такое заявление было отправлено. Я надеюсь, что Европейский суд, есть для этого все основания полагать, что Европейский суд все-таки отреагирует на это заявление, придаст делу приоритет, и оно будет рассмотрено в числе первых, но, вероятно, все-таки после вынесения решения по межгосударственной жалобе. Но вот все-таки хотим мы того или нет, но, наверное, это все-таки международное. Вот сейчас мне подскажут режиссеры, что, кажется, будет сейчас выходить Эмиль. Мы смотрим тоже вот в прямом эфире, что происходит. Видим, огромное количество машин собралось, вот люди все пошли, скорее всего, выходит Эмиль, и все... А вот уже есть новость, что Эмиля освободили, и вот мы видим огромное количество людей сейчас встречает Эмиля. Да, вот мы видим Эмиля. Собственно говоря, очень рады, что он уже на свободе, и, как обещали, в 11:40 по крымскому времени он был освобожден, и вот радостные улыбки, и мы тоже присоединяемся, естественно. Послушаем, что говорит Эмиль. Можно звук в студию? Конечно, мы видим огромное количество людей, которые хотят поприветствовать, обнять Эмиля.
Селям алейкум, Эмиль Бей. Селям алейкум, Эмиль Бей. Штестен базан? На зеленую зону. Да, на зеленую зону. Насколько я понимаю, они хотят отойти в зону, где, ну, мы же знаем законы, сейчас же могут квалифицировать это как митинг незаконный. Эмиль Бей, селям алейкум, эштеса замбазан? Еще какие-то вот у нас технические проблемы, не можем пока, кажется, связаться. Алло, Эмиль Бей, селям алейкум. Ну, налаживается связь, приносим свои извинения. Ну, вы сами понимаете, это все сейчас происходит в прямом эфире. Селям алейкум. Вы слышите нас, Эмиль Бей? Алло. Вы слышите нас, Эмиль? Ну, пока вот у нас идет такая вот наладка связи, я думаю, в ближайшее время у нас появится звук. Вот, кажется, сейчас мы уже услышим Эмиля. Мы видим, конечно же, огромное количество людей, и все хотят выразить свои эмоции, выразить вот ту поддержку, ту любовь, которую вот этот человек за 4 года своей адвокатской деятельности заработал в Крыму. Эмиль Бей, вы нас слышите? Ну, мы видим, просто собравшийся не дает ему даже отвлечься. Очень приятно, с одной стороны. Но сожалею, конечно, что мы не можем сейчас поговорить вот по каким-то причинам с Эмилем. Но я думаю, в ближайшие минуты это устранится, и мы все-таки услышим Эмиля и услышим его впечатления и вот эмоции от того радужного приема. Вот уже шарики дарят Эмилю, наверное, это дети политзаключенных, которых он защищает. Ладно, я думаю, мы вернемся к скайпу, к нашей связи. Мы все-таки продолжим наш разговор. И, Сергей, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Как вы считаете, вот мы начали обсуждать вопрос, почему так мало адвокатов, которые все-таки ведут вот эти политически мотивированные дела. А как все-таки, на ваш взгляд, привлечь их? Ну, хотим мы, не хотим, но тот факт, что адвокатов катастрофически мало и не хватает, это и есть. Вот, может, какие-то обращения делать тем, кто вот, пробудить чувство. Вот у адвокатов, как у врачей же есть свой этикет, да, что должны защищать людей, которые нуждаются в правовой помощи. Вот, я думаю, из числа крымских татар немало, наверное, адвокатов, которые имеют лицензию адвокатскую и могли бы, в принципе, защищать. Знаете, у меня нет ответа на ваш вопрос. Дело в том, что адвокат – это тоже человек, и в первую очередь человек и с определенной и гражданской позицией, и с определенными, не знаю, принципами. И в этой связи вот это давление, которое оказывают российские власти на адвокатов, на правозащитников в Крыму, к сожалению, оно имеет своим результатом то, что людей, которые готовы заниматься политическими делами, делами, которые имеют, скажем так, признаки политического преследования в Крыму, достаточно мало.
И фактически это означает, что извне повлиять на эту ситуацию крайне сложно, но привлечь к этому внимание, скажем, специального докладчика ООН по защите правозащитников возможно. И на фоне вот этой ситуации, связанной с задержанием Эмиля, неправительственные организации Украины в достаточно большом количестве направили сообщение в адрес спецдокладчика для того, чтобы спецдокладчик попытался своими дипломатическими механизмами привлечь внимание властей Российской Федерации к тому, что происходит на оккупированной территории. К сожалению, на международном уровне все же действует принцип государства. Я перебью вас, вот кажется, Эмиль начал говорить, и мы можем услышать. Ура, да. Альхамдулилля, может быть и так они думают, но как бы не в ту цель они бьют, да, и поэтому это все понапрасну. Я думаю, они в этом убедились. Аллах разолся. Алло. Эмиль Бей, селям алейкум. Алейкум селям. Телеканал АТР, мы вот в прямом эфире транслируем ваше освобождение. Естественно, в первую очередь, Джан Юриктенсен Хайрлаем, Аллах Бузын халқымыздан бір вақыт айырмасын, ярдымчы болсын, ишлеріңізде. Эмиль Бей, скажите, пожалуйста, вот вы 5 дней уже отбыли административный арест, вот и только что вышли, и вас вот встретило такое огромное количество наших соотечественников, крымских татар, мусульман Крыма, которые вышли поддержать вас и показать вам свое уважение. Скажите, пожалуйста, вот какие сейчас у вас эмоции и чувства? Эмоции и чувства, ну, на самом деле, вот, мне сложно передать. Я не думаю, такого, я не ожидал, что столько людей меня сегодня встретит. Я очень рад этому, и я вижу, что та работа, которую мы проводим, она проходит не зря. И, конечно, в этом плане наш народ, он уникальный народ. Мы пример, я думаю, для многих народов, начиная от России, заканчивая других стран. Эмиль Бей, скажите, пожалуйста, вот вы вышли на свободу, какие ближайшие планы вот по вашей деятельности? Мы знаем, в течение 5 дней вас вот выбили с колеи тех нескончаемых судебных процессов. Вот в ближайшее время что намерены делать? Сегодня вечером я выйду уже в Ростов, потому что там идут уже стадия прений по Энверу Мамутову 14 числа, симферопольские ребята. И потом я отправлюсь в Москву, там по моему подзащитному украинскому военнопленному Богдану Небылице будут проходить следственные мероприятия. Я в пятницу намерен уже быть в Москве, где уже буду по нему заходить в это дело окончательно и вместе с ним проходить все эти следственные мероприятия. Пока планы такие. Эмиль Бей, вот нам известно, что сейчас будет, насколько мы понимаем, дуа, то есть все собравшиеся, наверное, не поместятся, присутствующие, скорее всего, все поедут вас провожать домой, и будет дома дуа. Расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие, каковы его цели? Я на самом деле, я ничего об этом не знаю. Вам еще не сказали, да? Мы просто... Нет, я не знал об этом, если честно. Понятно, Эмиль Бей. По поводу дуа и так далее. Ага. Скажите, пожалуйста, вот эти 5 дней вы, скажем, были отлучены от этих всех дел, думали, переосмысляли, наверное, некоторые вещи. Как вы думаете, какие вот сейчас возможные исходы этой ситуации? Будет ли усиливаться вот это вот давление на адвокатов? И что бы вы пожелали нашему народу, нашим телезрителям, которые сейчас смотрят наш эфир? Я скажу так, что по поводу усиления продолжается давление на адвокатов, как и на весь наш народ, на активистов, на гражданских активистов. Этот градус, конечно, не спадает, но я думаю, все как продолжали говорить правду, так и будем говорить правду, как защищали, так и будем защищать. Неужели они в этом не убедились, что их методы делают только нас сильнее? И вы видите, что для меня это вообще, меня сажают, еще больше людей приходит, меня сажают. Я просто не представляю, сколько людей придет, когда освободят ребят, которые уже по 2 года там сидят. Я просто не представляю, что тогда будет. Альхамдулилля, Аллаха чок шукур.
Это большой показатель сплоченности всего нашего джемата, всего нашего народа. Я думаю, что мы продолжим в том же русле. Аллаха шукур. Çok sağ olun Emil Bey. Мы очень рады за вас. Жан yürekten Аллаха дуа yapamыз сізге yardımcı olsun ve bütün işlerinizde, bütün bizim siyasi mabuslerin хорчаламага ve evlerine, хоронталарына кайтармага Allah daima takat, kuvvet ve sabır versin. Sağ ol. Çok sağ ol. Сергей, мы стали свидетелями такого радужного и теплого приема Эмиля. И, конечно же, он вот сейчас сказал такую фразу, что вечером уже выезжает в Ростов, как говорится, с корабля на бал. И, наверное, все-таки пока в нашем народе, пока в нашем обществе есть такие люди, которые готовы настолько вот самоотданно бороться с вот этой несправедливостью, вне зависимости от религиозной, национальной принадлежности, кому бы это ни касалось, я думаю, все-таки все вот эти козни, все вот эти, скажем, варварские условия, которые были созданы на территории полуострова, совместными усилиями мы в ближайшее время преодолеем. Большое спасибо, что пришли к нам в эфир, были нашим гостем. Вам тоже желаем успехов на, скажем, полях сражений уже международного уровня, где вот эти все вопросы поднимаются, идет своего рода такой вот контакт с материковой частью Украины в донесении вот этих всех дел, всех нарушений на международные инстанции. И в крымско-татарском народе есть такая пословица «Барликте кувет» — в единстве силы. Надеюсь, вот такими консолидированными действиями все-таки мы сможем совместно дать эффективный отпор вот и пропаганде той, которая льется, и этому произволу правовому и всем остальным видам. Мы все-таки преодолеем. Большое спасибо, что были у нас в гостях. А я напомню, Сайло телесерджилер, базны студиямызда адвокат ве укукчы Сергей Заяц эді. Оға чоқ тешеккерлер білдіреміз ве хатырлатам саат 11-де шынды заман информацион программасы эфирімізні девам етіджек ве ондан сон марафонымыз девам етіджек ве атерілі қалыңыз бераберлікте Эмильні біздің адвокатымызны қарышламаға bu күні более şekilde geçireyik. Çok sağ olun.